1980 году, когда строили администрацию города, сваи забивали, и дом ходил ходуном. Но администрации сказали, как только построят администрацию, дом сразу снесут. Но это было 80-й год, это был Советский Союз, это была советская власть. В 82 году умер Брежнев, власть поменялась. И администрация сказали, дом еще у нас постоит. Как сказал главный архитектор города Сенькин, тогда был, сказал, да этот дом у нас сейчас 100 лет будет стоять. Но дом не хотел стоять, он разваливался, потому что он давно построен, и фундамент весь кирпичный рассыпался. В 93 году акт составила не я, а неведомственная комиссия составила, что дом является непригодным для проживания. Но денег в администрации нет. И дом не сносят. В 2002 году появилась программа переселения граждан с ветхого аварийного жилья. И наш дом включили под снос на 2004 год. Но дом не снесли, потому что денег нет. 2004 год прошел, 2005 год. Вот акт 47, о котором я говорила, 22 июня 2005 года. Что когда дом построен, какой процент износа, что дом непригоден для проживания, необходимо организовать снос здания в связи с аварийным состоянием и опасностью для проживания. Но денег опять нету. И дом опять стоит, продолжает стоять. В 2011 новый акт. И не только акт, а еще заключение комиссии, что дом просто настолько угрожает людям. Но денег нет. Но в 2013 по программе переселения дом все-таки включили под снос на апрель 2015 год. Уже бы у нас зима наступила, уже бы снесли, но денег нету. И сроки опять переносят. Почему я говорю, что нашей администрации верить нельзя? Сроки опять переносят. Дом под снос идет следующим, как там, распоряжение или решение совета в марте 2017 года. Следующий опять переносят. Август 2017 года. И когда мы были у Поздеева на приеме с дочерью, он нам сказал лично, что вот то, что вам предыдущие мэры обещали, я ничего не могу вам сказать, я про этих обещаний ничего не знаю, а вот я лично, вот вам просто клянусь, что в 2017 году, в 2018, вот дата сноса, декабрь 2018 год. Я просто показываю вам, чтобы вы убедились, дата сноса, декабрь. Вот Поздеев подписывает в 2014 году, что в декабре 2018 года он уже точно дом снесет. Но сегодня как кресло мэра свободные, и придет новый мэр, и будет снова обещать, и новые даты говорить. Просто поскольку не я даже говорю, а акты говорят, кричат о том, что дом разваливается, что это грозит обрушением, вот, то я думаю, что закончится, может быть, очень плачевно, если кого-нибудь завалит. Когда я сказала голове Мого, что у нас потолок упал в прихожей, вы знаете, по чистой случайности никого не убила. А если бы убила, дом бы снесли, а он сказал, ты меня шантажируешь. О чем можно говорить? Это же не на им на голову падает. А если жильцам падает, то нет людей и нет проблем. И мы обратились в суд. Суд, конечно же, вынес решение в нашу пользу, но в администрации квартир-то нет. Мы ждали. Потом просили суд, чтобы, если квартир нету, чтобы дали денежную компенсацию. Пришли представители администрации и сказали, что денег у них тоже нет. И суд нам от денежной компенсации отказал. Потом проходит время, администрация встречный иск подает и просит суд перенести срок, приостановить исполнительное производство, потому что квартир же у них нету. Вот. И мы уже тогда подали жалобу в Верховный Совет. Вот. Верховный Совет вынес решение, конечно, чтобы администрация выплатила нам денежные компенсации. Но я думаю, что администрация будет все-таки искать еще лазейки и юлить, чтобы как-то обойти закон, чтобы деньги не выдавать и ждать, пока людей завалит в этом доме. Вот и все.